Здравствуйте! В эфире телеканала «Осетия. Вечерняя смена». Сегодня в компании с вами я, Мадина Русланова, и вместе с гостями студии будем обсуждать самые актуальные и важные события. Оставайтесь с нами. Всероссийский конкурс «Семья года» подвел итоги. Победителем номинации «Сельская семья» стали жители Иравского района Роберт Найфонов и Майя Секинаева. Сегодня семья у нас в гостях. Здравствуйте, рада приветствовать вас. Спасибо, что нашли время. Конечно же, примите мои поздравления. Очень за вас рада. И у вас такая большая семья. Я думаю, ваше главное достижение – это, конечно, ваши дети. Поделитесь секретами, как воспитать таких достойных потомков. Роберт, давайте с вас начнем. Как с главы семейства. Ну, как воспитать? Воспитание, основное воспитание мы взяли у наших старших. У нас в доме была прекрасная старшая, учительница с большим стажем. Она в основном занималась воспитанием наших детей, пока они были маленькие. Потом сами подключились и старались воспитывать на традициях, на наших национальных традициях, на семейных традициях. Старались больше дать детям, где-то даже себя ущемляли, больше внимания уделить детям, воспитанию, обучению. И так потихоньку стали вводить их вперед люди. А как вы считаете, что покорило жюри в вашей семье? Почему именно вам присудили победу? Что стало таким ключевым фактором, Майя? Поделитесь с нами. Потому что участников было достаточно много, насколько я знаю. Да, наверное, начнем с того, что когда нам предложили, мы упорно отказывались, почему мы столько семей, но они, оказывается, смотрят на многолетний стаж семьи, не то, как прожили, а что сделали, что нам удалось, и в районе это наблюдали много лет, как бы за нашей семьей, и много таких семей, которые побеждали, но на этот раз выбор пал на нашу семью. Но все равно они попросили социальную помощь, как правильно назвать, отделение во главе с директором Медоевой Эммы Кубативны, и они попросили поучаствовать. Они сказали, что мы знаем ваши достижения, вашей семьи. И мы считаем, что семья, так как ячейка общества, все мы должны что-то дать не только своей семье, но чтобы реализовать свои достижения и другим что-то дать. И вот наша семья творческая, педагогическая семья. Моя свекровь Венера Гадиретовна, моя первая учительница была, и первая учительница своего внука Давида. И вот она свою жизнь посвятила детям, не только вот своим внукам, а около 50 лет с лишним она посвятила работе. Полная отдача, только работа, и потом только семья. И много-много детей прошло через ее руки, которые потом и сейчас благодарны ей до сих пор, вспоминают ее теплым словом. Она посвятила свою жизнь подрастающему поколению. И я тоже пошла по стопам своей матери, которая тоже воспитательницей проработала, музыкальным руководителем, тоже около 50 лет, тоже с лишним, наверное, проработала в дошкольной сфере. То есть она для вас была примером, ваша свекровь, да, и я так понимаю, для вашей семьи очень важна связь со старшим поколением, со старшим, и полная отдача еще обществу. И детей так воспитывали, чтобы они были не только для себя хорошими, но чтобы люди сказали: вот спасибо, что помогли или приносят пользу обществу и нашему государству, нашему району. Что процветай наш район, Иравский район, и, конечно же, наша республика. Мы горды, что живем в Осетии и что-то внесли, какую-то лепту в наше общество. Это действительно очень приятно. Я так понимаю, цель конкурса – это
повышение престижа и пропаганда семейных отношений, семейных ценностей и родительства в целом. Да? Вот, каким образом этого можно достичь в современных реалиях, как вы считаете? То есть это на самом деле же такой очень тонкий момент, когда быстро развивающийся мир, все стали очень самостоятельными, но такие семейные ценности, конечно же, должны все-таки, мне кажется, во главе угла стоять в наше время. Вот как можно уделить этому особое внимание? Сплоченность, прежде всего, сплоченность семьи. И, конечно, младшие тоже это видят, и чтобы они тоже также продолжили наши традиции, и нас связывает что общее? Вот творчество и досуги, то, что мы проводим вечерами и что-то сами мастерим. То есть у вас какие-то общие хобби есть на всю семью? Вот расскажите немного о них. У вас творческая семья, вы, наверное, и поете, играете на каких-то инструментах. Да, Роберт тоже хорошо рисовал в детстве. Потом я тоже очень любила и рисовать. И потом Давид, когда ему было 1 годик, исполнилось только годик, он начал рисовать. Всех просил, чтобы все ему помогали, рисовали. Он еще не разговаривал, но постоянно носился вот с карандашом, с ручкой. И вот он, на удивление всем, начал очень рано рисовать, и всем нравилось. Все думали, ждали, что он станет большим человеком в этом творчестве направлении. Ну, действительно, он закончил Московскую академию имени Строганова. И нам было приятно это услышать, что там из Осетии последние 40 лет, да, Роберт, никто не получил образование. Многие поступали туда. И заметили, что после школы тоже только он поступил. Тоже, наверное, заслуживает какой-то. Ну, я хочу отметить, что с Давидом мы познакомились, когда я снимала подготовку постановки «Парфюмер» Валерия Суанова. И действительно очень даже так, Давид? Талантливый молодой человек. Да, я видела работы, они просто меня покорили, если честно. И очень тоже хочется узнать, с чем связали жизнь другие дети, и как-то вы наставляли их на этом пути, или все-таки вы считаете, что в этом плане детям нужно давать какую-то свободу выбора? Наверное, в них это было заложено. Они выбрали профессии, то, что им было по душе. Алена всегда говорила, что я буду врачом. Она даже начала рано уколы делать бабушкам. Алена, расскажите вы, то есть на самом деле мама не направляла, да, это было ваше решение, или все-таки как-то где-то подсказывали родители? И насколько вы к ним прислушиваетесь, самое главное? Ну, к родителям я всегда прислушивалась, и врачом я действительно хотела стать всегда. И потом, после окончания школы, прислушалась к маме, она посоветовала поступить на фармацевтический факультет. И по сей день я довольна тем, что я выбрала эту специальность именно. Хочется уже и Георгия, конечно, подключить к нашей беседе, чтобы мы успели со всеми пообщаться. Георгий, с чем связана ваша жизнь? В юности мне нравилось направление строительства, и после окончания школы я выбрал это направление. Более близко мне было это направление. Какие-то вот важные решения в вашей семье, они принимаются вот так, сидя там за круглым столом в ходе обсуждения каких-то, или как у вас внутри семьи это происходит? Все важные решения мы принимаем все вместе. Не бывает такого, что принудительно вот это надо сделать и так надо сделать. Сядем, советуемся и к единому мнению всегда приходим и стараемся вот так решать. Расскажите, сколько лет вы вместе, и хочется очень интересно узнать историю вашего знакомства, конечно. Майя, начинайте. Пусть Роберт немного скромничает. Пусть Роберт расскажет. Мы знакомы с детства. На одной улице жили, в одном селе, в одну школу ходили, вместе в школу ходили. И так и познакомились с детства. Потом чуть повзрослели. И тоже создали были семью общие уже. интересы. В учебе помогали друг другу.
друг другу помогали. Он в университете учился на географическом, я на экономическом, и он по географии мне помогал, я по математике. И вот так улица нас связала, село. И А сейчас вы по сей день живете там же? так как дети уже выросли, я по сей день работаю в селе, в дошкольной сфере, в садике, и мне эта работа очень нравится. А дети, то, как у них работа здесь, они в городе бывают. А может быть, у вас есть какие-то семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение? Это ведь тоже очень объединяет. Все традиции, которые в Осетии до сих пор соблюдаются, например, скажем, у нас свои, у дегорцев, свои традиции, которые сохранили, наши предки отмечали. Вот эти традиции до сих пор актуальны. Мы всегда все праздники делаем, потому что 3 пирога все-таки связывают семью, общество, соседей. И до сих пор мы их все соблюдаем, все традиции. Вот нельзя вот этот праздник не очень-то, этот больше. Все традиции соблюдаем. Алена, к вам такой вопрос. Вы, глядя на свою семью, на мудрую маму, какие-то, может быть, что-то хотите перенять и внести в свою же семью? Есть такое? Конечно, взаимоотношения, я же вижу мамины и папины, и хочется это перенять у них. Также вот обычаи, продолжить это все соблюдать, и также из поколения в поколение, что передавалось. Ну, раз уж мы начали сегодня наше обсуждение с конкурса, в котором вы стали победителями, какая была первая ваша реакция, когда вы узнали, что из такого большого количества людей выбрали именно вас, именно вы победители стали? Какие эмоции вас Мы были в переполняли? горах, отдыхали, и когда с нами связались, говорят, мы не можем вас как бы найти, анкетирование надо заполнить, ваша семья победила на конкурсе. Я говорю, как победила? Наверное, говорю, это в Осетии. И опять они просят, нам срочно нужны вот эти данные, так-то, так-то. Я говорю, здесь и связи нету. И мы тогда заполнили вот эти критерии. Не скажу, что там все легко, просто. Это не так. Вот прожили 30, 40, 50, 60. Наши родители 60 лет в этом году исполняется. Они тоже, мы все участвовали еще тогда, несколько лет назад на этом же конкурсе, тоже победили. Но вот чтоб с Москвы нам позвонили, я говорю, Роберт, я не верю, говорю, как-то не обратили внимания. А потом говорит, а ну-ка серьезно посмотри, надо же выполнить то, что они говорят. И я думаю, не главное, что вот сколько лет прожить, как и для кого и что внесли в течение этих лет не только для себя, для семьи. Семья, если только для себя живет, это надо еще, чтобы радовать других людей. Вот мы, и Роберт, и моя свекровь, я как бы с детьми работали. Он в школе, и уважали его, и дети, как бы всегда, прислушивались. То же самое по сей день. Я с детьми как ребенок становлюсь. Где надо, нахожу, собираю их. И все думают, что это или мои внуки, и здесь на телевидении у вас побывали несколько раз с ними. Одаренные, много очень хороших детей, одаренных. Действительно, они для меня все дороги. Роберт, у вас, как у главы семейства, заканчивая нашу беседу, мне хочется узнать, на ваш взгляд, все-таки в чем секрет семейного благополучия и как душа в душу столько лет прожить и иметь такую счастливую семью, как вашу? Ну, особых секретов там нету. Надо взаимопонимание, чтобы было, и открытость.
и все вопросы решать вместе. Вот основной рецепт семейного счастья. И в трудные минуты поддержка. Поддерживаем друг друга. Он за меня переживает, я за него. В жизни же не все так гладко бывает, как... Всегда быть рядом. Да. И надо поддерживать друг друга, бояться друг за друга, переживать. И тогда будет все нормально. Спасибо вам большое. Очень приятно, что вы сегодня заглянули к нам в гости. Я вам желаю благополучия, чтобы в вашем доме всегда звучал только громкий смех, позитивные эмоции и радость. Спасибо, что... Спасибо вам Спасибо тоже большое. Желаем, чтобы у всех в семье было все хорошо. Спасибо вам. Ну что ж, а мы переключаемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. В республике стартовал культурно-образовательный курс «Этнолагерь-2021». Эстины из разных уголков мира вновь собрались на исторической родине, чтобы прикоснуться к корням, познакомиться с историей и культурой эстинского народа и подробнее о том, что входит в программу мероприятия, узнаем у Заурбека Цориева, организатора этнолагеря Алай Накфак. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Насколько я знаю, сегодня состоялось открытие первого потока. Да, все верно. Расскажите о том, как прошло мероприятие. Отлично. Значит, сегодня было несколько мероприятий. Первое – это открытие с участием официальных лиц, в том числе и министр по делам национальности встретил ребят. После этого у них были экскурсии по нацмузею. Они очень впечатлились, то есть им провел экскурсию гид. После этого у них сегодня было мероприятие, связанное с введением, скажем так, в осетинский язык. То есть понятно, что многие из ребят не разговаривают на осетинском языке, но задача за этот короткий промежуток времени, поток длится 7 дней, первый поток, второй также 7 дней. Вот задача заключается в том, чтобы разжечь интерес к родному языку. И все это наши специалисты, те люди, которых мы подобрали, они сегодня до них доносили. Вот это так прошел наш первый день сегодня. Завтрашний день – это уже поездка в горы. Мы за короткий промежуток времени посетим, конечно, хочется побывать во всех уголках республики, но физически мы не успеем. При этом у нас все равно достаточно насыщенная программа. Они Давайте чуть о программе, не забегая вперед, чуть попозже. Вчера вы встретили делегации. Вот из каких уголков России и, может быть, мира приехали если участники? говорить о зарубежье, то это представители Турции. Значит, ребята из Южной Осетии к нам приехали. У нас есть ребята из Самарской области, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ярославской области. Все эти ребята сейчас собрались в Северной Осетии. А как, мне интересно, отбираются претенденты к участию в проекте? То есть они какие-то заявки оставляли где-то, да, или как это все происходило? Здесь огромную помощь нам оказывает Министерство по делам национальности. Благо у нашего министерства обширные связи с диаспорами по всему миру, также с диаспорами по России. И Министерство по делам национальности рассылает заявки, предлагает ребятам, всем желающим, кто хочет принять участие в этнолагере, приехать к нам и провести время здесь в течение этого потока. А сколько всего бывает желающих, и сколько мы физически можем принять в рамках этого проекта? У нас не было ограничений, честно говоря, потому что кому-то сказать, вы не приедете, вы приедете, такого не было. Все желающие, кто соглашается, мы всех принимали с большой радостью. Единственное, что этот год этнолагерь сам по себе проводится уже в 6-й раз. Он проводился бесперебойно, ежегодно, но, к сожалению, в 2020 году не получилось его провести. Вот это единственный сбой был в связи с пандемией коронавируса. В этом году все равно обстановка напряженная, но мы решили рискнуть и все же провели этнолагерь, точнее, начали его проведение. Значит, по количеству людей по-разному. То есть в один из годов у нас по потоку было порядка 35 людей, было 30 человек. Сейчас их чуть меньше, потому что все-таки боятся люди, переживают из-за такой тяжелой напряженной обстановки, но те, кто
те ребята самые смелые, которые решились, они все же приехали. А есть люди, которые из года в год приезжают и участвуют в проекте снова? Или это не настолько актуально, потому что не обновляется программа? Значит, есть ребята, которые несколько лет подряд приезжали, особенно это представители Турции, поскольку это для них одна из немногих возможностей приехать сюда, и для них побыть здесь одну неделю — это достаточно маленький промежуток времени. Вот они из года в год приезжали, есть такое. Несмотря на то, что мероприятие, в принципе, схоже из года в год, мы каждый год пытаемся вносить какие-то новые изыски, новые мероприятия, новые места им пытаемся показать. Поэтому даже те ребята, которые дважды подряд приезжают из года в год, они все равно остаются в восторге. Все-таки вернемся к программе мероприятий. Вот расскажите, что все-таки входит в программу мероприятий и какие, может быть, экскурсии посетят. Да, пока поговорим об экскурсионных маршрутах, а позже о уже таких прикладных. Ну вот если по мероприятиям, значит, о нацмузее я уже сказал, все эти мероприятия, они сопровождаются с гидом. Нацмузей, я забыл упомянуть, сегодня ребята также побывали в музее Туганова. Помимо этого у нас по городу это филармония обязательно. Если говорить о горах, это Куртатинское ущелье, это Дегорское ущелье, это Даргавское ущелье. И ребята на микроавтобусе мы вывозим в сопровождении с представителями правоохранительных органов, выезжаем и показываем им все достопримечательности. Одно дело увидеть горы, влюбиться в них, другое дело, когда вместе с этим еще и гид рассказывает всю эту историю, всю историю нашей республики и наших предков, и получается просто потрясающая картина. То есть ребята бывают реально в восторге. Вы уже не первый год в этом проекте, и интересно, что больше всего нравится участникам проекта из экскурсий? Наверное, это больше касается горных маршрутов. Вот что больше покоряет сердца? Безусловно, горные маршруты. Вот мы их несколько лет подряд вывозили. Так получалось, что мы попадали на праздник в Дегорском ущелье Зада Лешкина Баракпон. Вот вывозили, то есть они принимали непосредственное участие в проведении мероприятия, и их это потрясало. Помимо этого, для того, чтобы вот, в эти 7 дней мы пытаемся максимально нагрузить программу, чтобы они успели впитать всю эту атмосферу. Значит, у них бывают мастер-классы по астинским танцам. Понятно, опять-таки, они не научатся за несколько занятий, но самые элементарные движения и, в принципе, вот ощутить вот эту атмосферу, мы ее пытаемся им передать. У них бывают мастер-классы по астинским пирогам, то есть девушки, не только девушки, и ребятам это бывает интересно, они присоединяются, начинают печь астинские пироги. Есть ребята, которые не пробовали никогда астинские пироги, они бывают в восторге, но уже к 7-му дню все, у них полное переедание, потому что изо дня в день они пробуют астинские пироги разные. То есть такая достаточно насыщенная действительно программа получается. Да. А вот какие задачи такие глобальные уже по итогам этого мероприятия вы хотите как организаторы достичь? И учитывая, что это ежегодное мероприятие, да, то есть наверняка какие-то масштабные у вас цели есть. Ну, первая цель заключается в чем? То есть ребята, вот скажем, возьмем позапрошлогодний поток, к нам приезжали ребята из Франции, из Швейцарии, и эти ребята никогда не были на своей малой родине, они не знают языка, они при всем своем желании, они не впитывают ту культуру, которая им здесь есть. Мы из года в год сохраняем те группы, мы создаем группу, обычно в WhatsApp, и все ребята в этой группе состоят. Никто не удаляется, все на празднике мы поздравляем друг друга. Если какие-то события происходят в жизни у ребят, они ими делятся. И таким образом поддерживается связь. Помимо этого, первостепенная, я считаю, задача — это чтобы ребята могли соприкоснуться с той культурой, которая у них в крови. И это, я думаю, наше главное достижение, вообще главная цель.
Вот вы уже упоминали о том, что будет второй поток в проекте, когда он откроется, и какая программа уготовлена для его участников, или это будет примерно плюс-минус то же В самое? течение года, то есть бывает цельное мероприятие, состоящее из 2 потоков. И те мероприятия, которые бывают у первого потока, они повторяются и у второго потока. По временным рамкам, значит, стартовал проект у нас, вчера ребята приехали, то есть с 15 по 21 включительно, 22 у нас заезжает второй поток, также на неделю до то есть сразу. 28-го. Да. Очень интересно. Какие-то мероприятия, может быть, в рамках этого проекта в будущем запланированы в режиме онлайн? Сейчас такое прогрессивное время, и, конечно же, ситуация, которая связана с коронавирусом, тоже вынуждает всех переходить на режим онлайн, но это, с другой стороны, открывает очень много новых возможностей. Вот как-то вы их собираетесь использовать? Ну, честно говоря, не думали об этом. Единственный формат онлайн – это общение с ребятами, то есть поддерживаем связь. Кстати, вот еще один момент хотел упомянуть, когда вы спросили о том, а из года в год могут ребята приезжать. Да, у нас есть случаи, когда ребята из Турции, им настолько понравилось в первом потоке, они попросились, остались на второй поток. То есть те же мероприятия в течение второй недели, но ребята оставались и получали вот огромное удовольствие. Значит, а еще раз отвечая на ваш вопрос, это WhatsApp. То есть через WhatsApp мы поддерживаем связь, но пока такого глобального нет в задумках. Ну что ж, спасибо большое, что сегодня заглянули к вам в гости. Успехов и спасибо за такую важную миссию, которую вы несете и объединяете наш маленький народ. Это очень приятно. Вам спасибо, что пригласили. Спасибо большое. Ну что ж, а у нас короткая реклама, не переключайтесь. В нашей республике стартовала акция «Чистая Осетия». За 9 дней собрано более 250 мешков мусора. Какую территорию уже успели очистить и что еще в планах, узнаем у наших гостей Заура Гуриева и Зельды Савоевой. Здравствуйте, спасибо, что сегодня пришли к нам в гости. Ну, я так понимаю, что это была ваша личная инициатива, да? И что подвигло вас к организации такой акции? Добрый вечер. Да, это была больше не личная какая-то инициатива, ну, мы с друзьями, ребятами, волонтерами решили, что в этом году тоже продолжим то, что делали в прошлом, позапрошлом году. Тогда у нас акция называлась «Твори чистоту». Вывезли с гор больше 500 КАМАЗов мусора в прошлом, позапрошлом году. Ну и в этом году решили подойти чуть по-другому, больше очищать не те места, которые не видно вдоль дорог. Все-таки поток туристов вырос, и больше направить акцент на то, что видно обычному глазу. Расскажите немного о географии акции, какие территории на каких территориях уже поработали и где работа еще предстоит. Но мы ушли от селения Джимми до Холста. Это достаточно такое непопулярное место, но мусора там было тоже очень много. Потом прошлись от Феогдона до Даргавса и от Кобани в сторону Кармадона. Хотели уйти с Кармадона в сторону Даргавса, но ближайшие 2-3 дня этим займемся. Тогда нам не дал сделать это селевой поток, который там был. То есть достаточно, да, такая обширная география, потихонечку, да, вы будете к концу акции двигаться дальше уже. Конечно, а что делать в республике? Зельда, расскажите, сколько людей поддержали акцию и присоединились к вам и помогают? Ну, вообще участвовало более 80 человек в акции. Вот, и там приезжали, например, знакомые Заура со своими детьми. И я считаю, что приезжать с детьми — это было самым лучшим решением, потому что это все закладывается с детства. И то есть дети видели, что очень много мусора, помогали нам его собирать. И вначале у них был азарт, то есть они соревновались, кто из них больше соберет. Но потом, чем больше они это делали, они задумывались о том, почему они должны убирать за кем-то. Вот. Ну, в принципе, все. Да, такой хороший воспитательный момент. Но, в принципе, сейчас экологическая проблема мусора на сегодня стоит достаточно остро для всего нашего мира. И вот как вы считаете, как можно повысить экологический уровень культуры
нашего населения? Ведь у нас, конечно же, очень некультурно отдыхают, к сожалению, местные жители и туристы, наверное, в том числе. Но все-таки, наверное, мы сделаем акцент на местных жителях. Как мы можем это исправить? Ну, исходя из всего того, что мы делали, то есть призывали там в социальных сетях, как-то работали уже на протяжении нескольких лет, я никогда еще не встретил человека, который сказал: я мусорил. Вот я мусорил. Пришел к тому, что нельзя мусорить, потому что это наша природа, это наш дом. Наверное, нужна больше система штрафов, потому что мы по-хорошему не понимаем. Мы загрязняем природу, и спасибо тем, которые мусор кидают прямо у дороги, а не так, что вот взял в лес, закинул, потому что там не видно будет, там его намного тяжелее собирать, чем у дороги. И круто не то, что делают ребята, волонтеры, мы, то есть собираем мусор, круто, когда нечего собирать. Ну, к этому мы, наверное, придем не скоро, к сожалению. Ну, надеюсь, лет 5 и мы к этому придем, но хотелось бы быстрее. Сейчас в каких-то регионах России ввели уже систему штрафов, ввели премиальные системы, когда я вижу, что человек намусорил, и по закону я ему ничего не могу сделать. А в некоторых регионах есть уже такая система, что я могу позвонить, сказать, что он намусорил, мне выдают премию какую-то там, энную сумму, а его за это штрафуют. Да, возможно, это некрасиво, но исходя из того, что это наша природа, ну почему нет? А какую динамику вы наблюдаете, вот учитывая, что не первый год вы проводите такие акции в поддержку экологии, да? Людей больше присоединяется, меньше или, в принципе, как-то одинаково всё происходит? Люди меняются, количество зависит больше от того, сколько ты человек можешь собрать, ну там отвезти, привезти, накормить, но люди меняются, и это хорошо, то есть появляются новые люди, которые готовы уделять свое личное время на очистку природы. Поэтому, ну, думаю, тех, которые мусорят, становится меньше. В любом случае, когда-то мы решили, что если мы за все время своих акций придем к тому, что человек 5-10 перестанет мусорить, то в будущем это даст свое какое-то основание, основу. И эти люди тоже будут кого-то учить, что так уже нельзя, вот перестань. Я знаю, что вы привлекли волонтеров из других регионов. Вот как вам удалось это сделать? Это больше благодаря тому, что у меня много знакомых за пределами республики, блогеров, ну и обычных просто людей, не очень популярных. Попросил их, чтобы они мой пост разместили у себя. Ну и люди уже читали. На самом деле должны были приехать больше людей. Должно было приехать больше людей. Но, видимо, современные реалии не у всех в конце возможность была. Угу. Зельда, скажите, пожалуйста, а часто ли к вам присоединяются непосредственно уже во время того, как акция проходит? То есть предлагают помощь, какую-то поддержку? Вот был случай, мы убирали вот с поворота, вот когда едешь по Феогдону в сторону Даргавса, и проезжала машина, нас спросили, как можно присоединиться, мы обрадовались, сказали об этом Зауру. И он сказал, что очень много тех, кто хотят присоединиться, но потом они все равно не пишут. И так и оказалось, что те люди, которые все равно хотели, никто до нас так и не дошел. Но нам было очень приятно, когда мы убирали и проезжали машины и говорили, какие мы молодцы, что благодаря нам все становится чище. И спасибо тем людям, которые забирали мешки и увозили их на своих машинах. Вот. А нужна ли вам какая-то помощь? Я сейчас не имею в виду человеческий ресурс. Может быть, это машины, которые будут помогать увозить мусор, спецодежда, инвентарь какой-то? Или всего хватает, все, что у вас есть сейчас? Допустим, в последней акции нам очень сильно помогли сеть магазинов, упаковочные материалы. Они выдали нам абсолютно все, что нужно было в плане инвентаря. Там девушка-меценат, я ее имени даже не знаю, купил. Мы же жили в палатках, в лагерь сделали. Закупила нам все продукты. И это круто, когда бизнес, волонтеры начинают между собой
контактировать, ну и сообща делать что-то полезное для республики. В плане транспорта нам Эра, региональный оператор, тоже сказали, что как только вам нужна будет машина, чтобы вывезти, вы сразу набираете, мы приезжаем. То есть сейчас вообще никаких проблем нету с этим. Тут прошлый вопрос еще не договорил. Проблема состоит больше даже не в тех людях, которые ездят отдыхать. То есть мы видим, какой мусор в горах, ну больше в горах убираем. И это мусор, ну, 90-95% местных жителей. Проблема вывоза мусора из горных, отдаленных населенных пунктов. То есть Даргавс тот же самый. Поставили контейнера в прошлом году, Кармадон, но никто не вывозит их вовремя. Контейнера наполняются, потом люди начинают ставить рядом, ветер это все разносит, там собаки, коровы разрывают пакеты, и все разносится по полю. Больше бы хотелось, чтобы... не знаю, власти скорее обратили внимание на это и решалась проблема вывоза мусора. Вот начинать нужно оттуда, и только тогда мы сможем прийти вот прям к явной чистоте и решать проблему загрязнения природы, экологии. Ну, конечно, это очень важно, но, на мой взгляд, также важно, когда люди выезжают куда-то недалеко, за пределы города, где нет, к сожалению, контейнеров или нет их в таком количестве, привозя с собой на отдых там, еду и так далее, не увозят обратно мусор, который они за собой оставляют. Мне кажется, вот это первостепенная проблема, на которую хочется обратить внимание. Если брать общее количество мусора, то тот мусор, о котором вы говорите, ну, его в разы меньше, чем тот мусор, который оставляют местные жители именно горных населенных пунктов. Есть еще категория людей, которые собирают этот мусор, везут и где-то по дороге целый пакет завязанный выбрасывают. Наверное, это еще одна проблема. У кого-то нервы не выдерживают, сколько я этот мусор буду возить. Это плохо, но почему нет возможности выбросить этот мусор где-то по пути? То есть, если я еду с Феодона, то до города нет ни одного мусорного бака, ни одного мусорного контейнера, в который я могу выбросить. Беру себя 7 лет назад, когда я еще мусорил. Этот пакет лежит где-то у ног. Никогда не выбрасывал так вдоль дороги, но часто бывало так, что, ну, как бы он бесит, а может, давай я его выкину. Ну, почему нет? Есть еще стереотип того, что люди думают, что я здесь выбросил у дороги, дорожники убрали. Но мало кто задумывается над тем, что те же самые собаки, они есть везде, кошки, могут разорвать этот пакет, а потом ветер все разносит. Да, дорожники убирают вдоль дороги, но тот мусор, который ветер уже унес дальше, чем обочина, остается в природе. Нужно, опять же, системно подходить к этому, вывозить мусор с горных населенных пунктов, причем системно, в достаточном его объеме, пусть чаще приезжает машина, нежели там мусор будет набираться. Он тот же самый Даргавс, люди приезжают, туристы, идешь покупать билет, за тобой гора мусора такая, потому что никто вовремя не убирает этот мусор. Ну, к сожалению, все это сейчас говорит, наверное, о низком уровне экологической культуры среди жителей нашей республики. Но я думаю, такая проблема не только у нас, и будем надеяться, что в скором времени все-таки ситуация изменится в лучшую сторону. Опять же, да, люди... Нельзя говорить совсем плохо о людях, потому что есть много тех, которые готовы даже к раздельному сбору мусора, но его нету. Есть много тех людей, которые хотят выбрасывать мусор в должное, нужное место. Взять те же самые коттеджи в Феодоне. Многие владельцы готовы платить за то, чтобы вывозили их мусор вовремя. У них день-два, люди меняются, день-два, люди меняются. Это есть надежда на то, что возрастет уровень все-таки этой культуры. Я все-таки договорю. Конечно. И нет системного вывоза. Они вынуждены платить каким-то местным людям, которые получают у них 500 рублей, берут и ввозят этот мусор куда-то с обрыва скидывают или в лесу скидывают.
люди сами по себе, одни хотят чистоту, другие хотят заработать. И от того, что нет должного подхода, вывоза мусора с горных, отдаленных населенных пунктов, этот мусор, вот этот человек хочет сделать хорошо, он платит за то, чтобы его мусор вывезли, но он же не будет за ним следить, куда его вывезли. Думает, что он сделал хорошо, нигде не намусорил, а по факту получается, что он еще заплатил за то, чтобы он намусорил. Одна большая проблема – вывоз мусора с отдаленных населенных пунктов. С этого нужно начинать. Пока не будет этого, мы не можем говорить о том, что в республике станет прям явно чище и чисто. Ну, я соглашусь с тем, что это проблема, которая, конечно, требует такого комплексного подхода. Зельда, очень интересно, что в ближайшее время, может быть, вы планируете еще реализовать из каких-то акций? Есть что-то уже в планах на будущее? Ну, если Заур опять будет организовывать подобные акции или вообще какие-либо другие, то, скорее всего, я приму в них участие, но пока вроде не планирую. Я знаю, что к акции все еще можно присоединиться. Расскажите о том, как это можно сделать, как с вами связаться, может быть, где это будет происходить, и, конечно же, ваше обращение к неравнодушным жителям нашей республики. Ну, как я узнала об акции? Я была подписана на Заура, он выложил пост, я ему написала, и, честно, я думала, там не будет мест, я думала, я опоздала, но все равно люди набирались. Потом они потихоньку начали сливаться. И от этого становилось очень грустно. И я, например, училась в Ростове. И я скинула этот пост своей одногруппнице. Она приехала, тоже участвовала вместе с нами. Вот. Ну, в целом, просто у Заура висит этот пост. Ему можно написать и так присоединиться к акции. В общем, подписывайтесь на Заура, следите за акциями, которые он проводит. Не обязательно подписываться, достаточно просто принимать участие в наших акциях. Ну или не обязательно даже с нами ездить. Любой человек, что может выйти там. Но человеку всегда проще, мне кажется, кому-то присоединиться, поэтому, мне кажется, мы должны обозначить, как люди могут быть проинформированы, в том числе и через вас. Ну что ж, спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в гости и, конечно, за то, что уделяете внимание таким важным вещам. Вам спасибо. 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 Всего доброго. Ну что ж, на сегодня все. Вы смотрели «Вечернюю смену». Встретимся в следующих эфирах.